В результате ограниченного количества осадков на юге Молдовы следует ограничить и выращивание сельхозкультур, которым требуется больше влаги, пояснил министр сельского хозяйства Владимир Боля. В перспективе правительство намерено ввести законодательные ограничения на выращивание кукурузы в регионах с количеством осадков менее 500 мм, чтобы обеспечить рациональное использование сельхозресурсов и предотвратить напрасную трату времени и энергии на культуры, которые не развиваются оптимально в существующих климатических условиях. Problema este în abordare și în atitudine. Aici trebuie de schimbat. Și eu v-am spus care sunt problemele agriculturii din Republica Moldova. Nu bani. Bani este plan 2. Минсельхоз хорошо ориентируется в реалиях фермеров. К сожалению, устранение требуемых вещей ничего не решает. Осенью на юге Молдовы поднимут вопрос субсидий на посевы второй группы – подсолнечник и кукурузу. Всем известно, что в последние 2000 лет на юге Молдовы количество осадков находится на уровне 200-300 мм. Кукурузе для роста необходимо до 600 мм. По сути, необходимо на уровне законодательства установить, что если в регионе, где вы возделываете культуру, выпадает менее 500 мм осадков, то кукурузу сажать нельзя. Мы дойдем до этого уровня, если у вас нет агронома, который бы вам это объяснил. Если надо, мы на законодательном уровне скажем, что кукурузу сажать нельзя. Это не вчера началось. Прошло 2000 лет. Кукуруза является традиционной культурой гагаузских аграриев. Следовательно, этот вопрос не надо так радикально решать, подчеркнул Андрей Димитрогла. Логика в том, что я наблюдаю последние годы здесь у нас в Гагаузии. В 2019 году был очень низкий урожай кукурузы, была засуха летом, кукуруза была убыточная. В 2020 году по всей республике была убыточна и почти не было кукурузы вообще. В 2022 году у нас то же самое, был очень слабый урожай, где-то половина полей мы не убрали кукурузу. И вот в этом году то же самое, из 12 тысяч гектар кукурузы мы, наверное, уберем 4-5 тысяч гектар, остальное уже перепахано, готовится под будущий урожай. Кукуруза является традиционной культурой гагаузских аграриев. Следовательно, этот вопрос не надо так радикально решать, подчеркнул Андрей Димитрогла. Надо пригласить ученых, сделать несколько совещаний, семинаров, посмотреть, какими культурами можно заменить потихонечку эту культуру. Ведь на самом деле у нас в Гагаузии раньше были площади 16-17 тысяч гектар, сейчас уже остались 12. То есть люди уже сами видят, что эту культуру надо потихонечку сокращать. Аграрии также отреагировали на заявление министра сельского хозяйства о запрете на посев кукурузы на юге страны. Они требуют решений, а не запретов. Об этом в соцсетях написал предприниматель из Каушан Сергей Стефанко, отметив, что получил хорошую прибыль от выращивания кукурузы в дождливые годы. Ministrul Agriculturii al Republicii Moldova vrea să interzică. Как же так? Мы выращиваем пшеницу. Все фермеры знают, что рентабельность низкая. Подсолнух, сколько его вырастешь, и это вредно для почвы. Кукурузу запретят. Министр, что нам следует выращивать? Животноводство в упадке. Едим овощи, привезенные из Турции. На севере вырубают фруктовые сады. С виноградарством все в порядке, только у тех, у кого есть винодельни и может продавать, но и у них есть проблемы. Что выращивать? Предлагайте. Придумывайте решения, а не только запрещайте. Изменение климата в последние десятилетия неизбежно приведет к пересмотру спектра сельхозкультур, традиционно выращиваемых в Молдове, отметил директор научно-исследовательского института полевых культур селекция Борис Баинчан. И в первую очередь речь о выращивании кукурузы и подсолнечника. Замена этих культур – лишь вопрос времени. Государство считает оправданным введение таких мер, поскольку обязано компенсировать потери от засухи. Борис Баинчан отмечает, что подобное уже практикуется в США, где в штате Небраска фермеры вместо кукурузы начали выращивать более засухоустойчивый сорго. В нынешней ситуации гораздо разумнее адаптировать систему земледелия к изменениям климата, чем продолжать выращивать культуры, требующие неоправданно много удобрений, пестицидов и химикатов. Екатерина Михайлова, Татьяна Ставилова, Андрей Герчу. Новости ГРТ.